Мужество, отвага и смелость – качества, за которые Сафарбек Мальсагов был награжден орденом Святого Станислава первой, второй и третьей степени, Святой Анны и Святого Владимира и встал в один ряд с ингушскими генералами царской армии. Уже в 15 лет он выбрал военную карьеру и в 1885 году поступил на службу в 45-й Драгунский Северский полк, а уже через год в престижное Елисаветградское кавалерийско-юнкерское училище, по окончанию которого был определен в 9-й Драгунский полк. После окончания военного училища вся его жизнь, можно сказать, до полного развала Российской империи, она была связана с русской армией. За сравнительно короткий период безупречной военной службы он прошел практически все ступени по карьерной лестнице. В 1909 году его производят в чин полковника, а уже спустя 3 года переводят командиром в Осетинский конный дивизион. Подразделение переживало тогда непростые времена, ведь в прессу просочилась информация о беспорядках, царивших в дивизионе. Через некоторое время эта часть стала постепенно приходить в нормальное русло воинской части. То есть дисциплина начала восстанавливаться. Офицерский состав большей части был заменен. Во время Первой мировой войны Осетинский конный полк под командованием полковника Мальсагова совершил форсированный конный переход и вступил в бои на Германском фронте между Львовом и Таранполем в Галиции. За умелое командование, боевые отличия, проявленные в многочисленных боях, полковника Мальсагова назначили командиром Первого Дагестанского конного полка. А 31 октября 2015 года высочайшим приказом он назначается генерал-майором. И его карьера за годы войны, она была блистательной. К концу войны он был награжден самыми такими значимыми для полководцев орденами. Это и орден Святой Анны всех степеней, и Святого Святослава, и Святого Владимира. После Октябрьской революции руководством добровольческой армии Деникина Мальсагову предложили стать во главе Ингушетии. Он принял ответственный пост, несмотря на тяжелую обстановку в регионе, но в должности пробыл недолго. Уже в 1919 году ингуши подняли антиденикинское восстание, и Мальсагов подал в отставку. В 1920 году Сафарбек Мальсагов эмигрировал во Францию, где устроился работать простым рабочим на фабрику. Там он и застал Вторую мировую войну. На момент нападения фашистских войск на СССР Сафарбеку исполнилось 73 года. Служил родине в тылу. Принимая активное участие в работе Международного Красного Креста, ему удалось спасти не одну жизнь. В составе вот этой международной гуманитарной благотворительной организации они многое сделали, и Мальсагов, и Чебагиев, многое сделали для облегчения участи военнопленных кавказцев, особенно кавказцев. Последние дни жизни генерал Сафарбек Мальсагов провел в больнице в Варшаве, а спустя почти 50 лет потомки генерала смогли перезахоронить его на родовом кладбище Вальтиева. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.